В письменных источниках, датируемых со второй половины XVI до середины XVII веков, в документах посольского приказа в период пребывания русских послов на Кавказе, неоднократно упоминается термин «калканцы». Это первоначальное обозначение ингушей в русских архивных материалах. Слово «калканцы», несомненно, является искажением от самоназвания ингушского народа Галгай. Калканцев локализуют в районе Горной Ингушетии, в том числе и в Дарьяльском ущелье. Обратимся к работе кандидата исторических наук, кавказоведа Натальи Волковой под названием «Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа», в которой сообщается, что в русских документах, в период правления последнего царя династии Рюриковичей Федора Иоанновича, сына Ивана Грозного, и в последующий период смутного времени, неоднократно упоминаемые калканцы, это искажение от этнонима Галгай. Более реальной представляется связь самоназвания ингушей Галгай с термином «калкан», известным в русских источниках XVI-XVII веков. Эта гипотеза, впервые высказанная Генко, находит подтверждение в документальных материалах позднего Средневековья. Действительно, местоположение горных людей калканских в горах за Ларсом, некоторое созвучие слов «калкан», «калкай» с «галгай», а также другие косвенные данные во многом подтверждают это предположение. Вайнахская этническая принадлежность калканцев находит подтверждение в некоторых русских документах XVII столетия. Например, в отписке терского воевода Вильяминова, в посольский приказ в мае 1619 года, о принесении шерти кабардинским Мурзой Алигукой Шигануковым калканские горские земли, названы среди других вайнахских обществ. Впервые имя «калканцы» упоминается в XVI веке, в статейном списке посольства князя Семена Звенигородского, Дияйка Торха, направленного царем Алексеем Михайловичем в 1589-1590 годах в Грузию. Путь этого посольства в Кахетию, как и большинства других, проходил через Дарьяльское ущелье. На обратном пути, пройдя Сонскую землю, посольство, шедшее по Дарьяльскому ущелью без провожатых, подверглось нападению горцев. А в горах Мая в 27-й день приходили на послов на князь Семенада на Дикана Торха, горные люди калканцеи, и послы, поворотясь, тех калканцеев побили, и стрельца у них отняли. Впоследствии калканцев называют многие русские документы XVII века. К 1603 году относится один, менее известный документ, также упоминающий калканцев. Это челобитное царю Борису Федоровичу терского жильца Ивана Марышкина, который был отправлен терскими воеводами с грамотами к грузинскому царю Александру. Его путь в Кахетию лежал через Шевкальскую землю. Пробыв в Грузии 26 недель, Иван Марышкин к весне пешком двинулся к теркам через Дарьяльское ущелье, где по дороге, в горах, был ограблен калканскими людьми. Горские люди-калканцы упоминаются в статейном списке посольства в Грузию Михаила Татищева и Дияйка Андрея Иванова, в 1604-5 году, в котором также описывается нападение калканцев на посольство, и обстоятельства и место нападения совпадают примерно со сведениями статейного списка 1589-1590 годов. Посольство двигалось по Дарьяльскому ущелью в направлении Суонской земли, в данном случае владение Эристави Аракского, и, пройдя Ларсов-Кабак, на первой стоянке ночью подверглось нападению горских людей-калканцев с пищалями. Калканские кабаки упоминаются в русском документе 1614 года в связи с сообщением о походе Шаха Аббаса, идущего войной через Грузию прямую дорогою через калканские кабаки на Кабарду. Довольно четко локализуются калканцы в другом документе. Отписки терского воеводы Дашкова в посольский приказ, относящийся к 1629 году и рассказывающий о разведках серебряных руд. Да терской ж сторожилец конный стрелец. Девятка Савельев в расспросе нам, холопем твоим, сказывал, ежевал он стер как черкасом в горы и в горах под грузинскую землею, в Калканеик, да в Мылкацеях, свинец покупывал и на терек приваживал.
Подробные сведения по теме изначального обозначения ингушей-калканцы в русских письменных источниках можно найти в книге доктора исторических наук, кавказоведа Екатерины Куушевой, под названием «Народы Северного Кавказа и их связи с Россией, начиная со второй половины XVI до 30-х годов XVII века». Издана Академией наук СССР. Москва, 1963 год. Когда в 1590 году московские послы князь Семен Звенигородский и дьяк Тарх Антонов возвращались из Кахетии в Терский город через Дарьяльское ущелье, за день до их выхода из гор приходили на них горные люди-калканцы, и стрельца было найденка взяли и лошадь под ним убили. И послы князь Семен и дьяк Тарх, поворотясь, тех калканцев побили и стрельца у них отняли. В 1604 году подобное же столкновение произошло у послов Михаила Татищева и Андрея Иванова. На пути через горы, на первом стану от Ларсова кабака, теперь Ларс, расположенного недалеку от входа с севера в Дарьяльское ущелье, в ночи приходили на послов горские люди с огненным боем, а у нас, сообщали послы в своей отписке в посольский приказ, для бережения была застава и сторожа крепкая. И на сторожа, государь, их подстерегли и с ними бились, из пищалей стреляли и от станов наших отбили и многих у них переранили. Приехавшие навстречу послам для оберегания сонские люди, люди Эристава Арагвянского, сказывали, что те же люди приходили из гор Калканцы. В данном тексте под сонскими людьми подразумеваются грузины-сваны. Исторический документ под названием «Сношение России с Кавказом», материалы за 1578-1613 годы, Москва, 1889 год. В нем содержатся тексты из донесений русских послов, в которых сообщается о калканцах. Далее будет показан текст из донесения московских послов царю Федору Иоанновичу, датируемый 1590 годом. В нем сообщается эпизод, как московские послы князь Семен Звенигородский и дьяк Торх Антонов, возвращавшиеся в Москву из Грузии, в Дарьяльском ущелье были подвергнуты нападению со стороны калканцев-ингушей. Последние похитили сопровождавшего послов стрельца, но Семену Звенигородскому удалось освободить стрельца. А в горах Мая в 27-й день приходили на послов на князя Семена да на дьяка на Торха на последние люди горные калканцей, и стрельца были найденка взяли и лошадь под ним убили, и послы князь Семен и дьяк Торх, поворотясь, тех калканцев побили и стрельца у них отняли. Фрагмент из донесения царю Борису Годунову, датируется 1604 годом. Государю Борису Годунову, холопы твои Михалка Татищев и Андрюшка Иванов, пошли мы, холопы твои, к Санской земле от Ларсова кабака августа в 3-й день, и приходили, государь, на нас на первом стану в ночи горские люди с огненным боем, а у нас, государь, для бережения была застава и сторожа крепкая, и на сторожа, государь, их подстерегли и с ними бились, из пищалей стреляли и от станов наших отбили и многих у них переранили. А сонские люди, которые к нам встречу приехали для мостов, сказывали, что те люди приходили из гор Калканцей. Пищалями в позднесредневековой Руси назывались огнестрельные ружья. Как можно наблюдать из этих письменных источников, в конце XVI века ингуши уже владели огнестрельным оружием. И как Михайло и Андрей пошли от Ларсова кабака к Санской земле, и на первом стану в ночи приходили горские люди калканцы с пищалями, и стрельцы, которые были на стороже и на заставе, с ними бились и от станов посольских их отбили и многих у них переранили. Славянская энциклопедия за 17 век, том 1, издательство 2004 года. В данном энциклопедическом словаре присутствует статья, в которой собраны некоторые сведения о калканцах. Калканцы, иначе калканцы, наименование в русских источниках XVI-XVII веков галгаев, то есть ингушей. Селения калканцев располагались высоко в горах, прилегающих к Дарьяльскому ущелью с востока.
В переписке русских дипломатов с посольским приказом довольно часто упоминаются случаи нападения калканцев на проходившие по ущелью посольства и отдельных гонцов. Так, русские послы в Кахетию князь Семен Звенигородский и дьяк Антонов по возвращении в Москву в своем статейном списке от 27 мая 1590 года сообщили о нападении на посольственный караван в горах на пути из Кахетии в Терский городок горних людей калканцев, 18-й день. И мая в 20-й день с утра приходил к послам ко князю Семену да к дьяку Тарху Арестов князь. А говорил, теперва к нему весть пришла, идет за вами Семен Александров взять со многими людьми от вас невдалеке. И я съеду своей земли оберегате. И поехал Арестов того ж часу. А послы князь Семен и дьяк Торх пошли в горы без провожатых. А в горах мая в 27-й день приходили на послов на князя Семена да на дьякана Торха на последние люди горние люди калканца и стрельца были найденка взяли и лошадь под ним убили. И послы князь Семен и дьяк Торх, поворотясь, тех калканцев побили и стрельца у них отняли. В челобитной на имя царя Бориса Годунова, за 1603 год, терского жильца Ивана Марышкина, отправленного терскими воеводами к кахетинскому царю Александру с грамотами, говорится об ограблении его в Дарьяльском ущелье на обратном пути калканскими людьми. Горские люди калканцы упоминаются также в статейном списке посольства в Грузию Татищева и дьяка Иванова в 1604-1605 годах. Посольство двигалось по Дарьялу-Ксанской земле и, пройдя Ларсов-Кабак, на первой же стоянке ночью подверглось нападению горских людей калканцев с пищалями. Калканские кабаки упоминаются в документе 1614 года в связи с сообщением о походе персидского шаха Аббаса I, шедшего с войском через Грузию, прямою дорогою через калканские кабаки, на Кабарду. В 1638 году, московские послы, князь Волконский и дьяк Хватов, отправились из Терского городка в Кахетию, но не через Сонскую землю, как это случалось чаще всего, а через горские земли, расположенные в боковых ущельях правобережья Терека. На этот раз, нападений калканцев не последовало, хотя посольство двигалось через густонаселенные ими земли. Таким образом, на основании вышеперечисленных сведений можно прийти к выводу, что ингуши в русских письменных источниках периода позднего Средневековья были известны под самоназванием Галгай.